С первых же месяцев работы я начала смело рассматривать дела, выносить постановления. Не было бумаги, чернил, постановления писались на газете. Вскоре поступило одно дело в суд о том, что трое женщин украли колхозное зерно. Мать, дочь, невестка. Суть дела была такова. В 1942 году на дальней просеке зерно развеяло ветром. Увидев, что зерно поедает скот, женщины собрали 8 килограмм сорного семени, просеяли, смололи, накормили детей. Увидев огонь в печи, почуяв запах стрепни, на них донесли, составили акт, дело возбудили. А ведь по существу не было никакой кражи государственного общественного имущества, взяли брошенное. Под таким мотивом я их освободила и оправдала. В ту ночь я не спала. Думала, что обвинят меня в том, что вынесла постановление суда, направленное против государства, и меня саму задержат. У нее был стержень. Это было поколение, которое вот она в 40-е годы военные, да, ей уже было за 20 лет, то есть она воспиталась, была представителем поколения послереволюционного, когда, помните, героизм оттачивался в боях, вот, в войне гражданской, да, в борьбе с разрухой, в борьбе с безграмотностью. И это поколение все видело, оно на этом героизме, на этом патриотизме было воспитано. Ну, это мое субъективное мнение. Для нее вот такие наши сегодня, для наших внуков виртуальные герои, как Павел Корчагин, да, и все остальные, они были ихними практически ровесниками. И когда они вот эти книги читали, эти фильмы Чапаев видели, они это воспринимали как должное. Еще при своей жизни в 1999 году написала свои воспоминания Прасковья Дмитриевна, и была издана вот такая маленькая книжка, но содержание этой малюсенькой книжки очень глубокое, очень человечное и очень патриотичное, и оно написано вот именно на одном дыхании, видно, да, искренне написано. И вот здесь как раз вот этот пример приводится, когда все-таки она на основании своего понимания права, свободы человека, на основании, как раньше говорили, социалистического правосознания, особенно совести, она вынесла вот этот известный сегодня оправдательный приговор, и в то же время она была не защищена от той власти, которая в то время существовала в виде государственных органов того же НКВД. Тем более время было страшное, шла война, видели везде врагов и внешних, и внутренних, и вдруг, казалось бы, вот такое несовместимо, украли социалистическую собственность, и вдруг их за это оправдывают. Но она правильный вердикт вынесла. И это говорит о том, что молоденькой совершенно, 20 только перешагнувший рубеж 20-летия судьи, все-таки был характер. К сожалению, я с ней очень поздно познакомился, она уже была в возрасте, вот через ее сына, известного человека, Виталия Данросова. Ну, мы с ней встречались, беседовали, она вот говорила: сегодня вы защищены государством, в ваших карманах возле сердца лежит удостоверение судьи за подписью самого главного человека в России. Да, президента России. А нас, говорит, районных судей выбирал народ, население района. И они нас видели как под увеличительным стеклом, как мы живем, как мы работаем, какие мы решения. И они на следующий срок решали, достойны ли мы их доверия. Народ сам решал. И судьи назывались народные, и суды были районные, и городской, якутский городской народный суд был. Вот это. А сегодня уже решает, кем стать судьей чиновники. Мама, конечно, она была у нас необычная мама. Во-первых, она как человек очень добрый, она очень надежная. Я не помню, когда она нас ругала бы, или же, ну, как обычно, какое-то восхваление или что-то. А просто, ну, она всегда была... Мы с ней, скорее всего, были с ней наравне. Она с нами все время с малых лет
рассказывала, разговаривала с нами как наравне. Вот. И она вот в ходе разговора, она всегда была доверительного разговора в ходе всех событий, всей нашей жизни. И по ходу она поправляла в чем-то, что-то мы не правы были, или как-то в том случае надо было поступить. Хотя она занимала большое положение, высокое положение, если считать судья. Но она никогда, вот дома мы не чувствовали, что она что-то чем-то отличается от других. Вот. Она, вот, конечно, у нее, вот так вот подумав, у нее, наверное, больше мужской склад, наверное, характера. Потому что жизнь так, наверное, научила, что с малых лет она была за старшего, где не было мальчиков. Она помогала отцу во всем. Потом она, вот, благодаря своему характеру, решительностью, тайком сбежала из дома. Она поступила, потом выбрала такое, можно сказать, юридическую профессию, в общем-то, профессию мужскую больше. И работала она, в общем-то, не каждая, не то что мужчины, и женщины, даже мужчина, в общем-то, выдерживает такую нагрузку. В то время, в годы войны, тем более, очень много дел было. И притом такие, даже сейчас нам кажется, немножко смешные статьи были за прогул и за какие-то провинности. И все это заседал суд, и судья выносил решение. И надо было быть собранным, таким решительным. И мне кажется, самое главное в то время не только вот характер, но и душа, наверное, человечность, какая-то доброта, искренность. Вот то, что присуще, вот, должно быть присуще судье, вот это все было у мамы. Мне кажется, самый счастливый момент для мамы, наверное, было, когда мне присвоили звание «Заслуженный врач Республики Саха». Штыров Вячеслав Анатольевич вручал. Тогда мама и Виталий пришли в зал тоже, и мы все сидели вместе. И когда меня назвали, я вышла, получила с рук Штырова. Просто у меня даже фотографии есть, когда мы втроем стоим, и мама, потом отдельно мама меня целует. Я думаю, каждый родитель вот своим счастьем считает это становление и то, что моя радость, мое достижение, это большое счастье для родителя. В 1948 году я увидела его, своего будущего мужа, в военной форме, с пронизывающими огненными глазами, красавец-офицер, фронтовик, главный врач района, умный, знающий. Он очень выгодно выделялся среди парней нашего времени. Познакомились, подружились. Он ходил мимо нас по центральной улице к больнице. Иногда мы гуляли с ним вдоль озера, разговаривали. Вскоре поженились. Родился сын. Какое счастье! Отец сам дал ему имя Виталий, ведь «Вита» означает «жизнь». Тимофей Егорович Сосин прожил героический жизненный путь, пережил столько бед, которые не уместятся в одну человеческую жизнь. В 1929 году он был юным делегатом на первом всесоюзном слете пионеров. Встречался там с Крупской, Ульяновой, сестрой Ленина. От маршала Буденова получил подарок наган. В 1935 году окончил Первый медицинский институт имени Сеченова. В 23 года он стал заместителем наркома здравоохранения ЯССР. По поручению советского правительства был в секретной командировке в Китае. С 1942 года он уже в Сталинграде, на Курской дуге, в Украине.
9 мая встретил в Праге в должности начальника военного госпиталя. Тимофея полюбила всем сердцем. И после уже не встретила человека, равного ему. Он для меня всегда будет вечно молодым, чистым, любимым. Знал Прасковью Дмитриевну, когда она работала в Салдане. Почему? Потому что после окончания юридической школы она в 1943 году приехала работать по специальности в Бусалдан. И в первых порах из-за отсутствия жилья, квартиры, она жила у родственников, у родителей моей жены Туяры Федоровны Дмитриевой. Она, Прасковья Дмитриевна, очень любила, уважала Туяру Федоровну. Когда ее семья переехала в Якутск, мы рядом жили, общались. В общем, у нас семейная дружба была. Она все время нас опекала, радовалась нашими успехами, трудовыми достижениями. Она все время говорила: моя Туяра, моя дочь. Вот. Она очень гордилась Туярой Федоровной, успехами, ее достижениями. Когда наши дети родились, она вообще стала как бабушка наша. Вот. Ну, она вообще очень простой человек, была скромная. Приглашала часто на обед, на ужин, а праздники совсем не пропускала. Всегда нас вызывала. Когда вышла на пенсию, она говорила: меня узнают только по моим детям. Вот, по Виталии и по Людмиле. А это мать Андросова Виталия, Людмила Конечникова и Андросова. Мол. Так говорит. Но я не обижаюсь, говорит. Я наоборот горжусь, что так говорят. Ağam Androhab Dmitri Semenovich diyen iki oyoğu ölbüt bihen sastах şu kihe. Екатерина Дмитриевна, младшая сестра Парасковьи Дмитриевны, рассказывает о том, что вот их отец, звали его Андросов Дмитрий Семенович, 50 лет ставший дважды вдовцом, женился на 20-летней батрачке Бая Соломова. Она родила ему 9 детей, и все девочки. Из них на сегодняшний день живы 5. Остальные уходили из жизни в преклонном возрасте под 90 и за 90. На будущий год ей самой будет 90. В тяжелые годы войны, когда Кате стукнуло 12, сестра Парасковья взяла ее к себе и подняла на ноги. Екатерина Дмитриевна рассказала также о том, сколь трудной, а порой и опасной для жизни была жизнь ее сестры во время ее работы народным судьей в Усть-Алданском и Мегино-Кангаласском улусах. Я могла спорить только в том случае, если была уверена в победе, боялась как огня всего сомнительного, относилась к людям очень чутко, будто всегда была в долгу перед ними. Может, поэтому люди нигде и никогда не сторонились меня. В любые трудные моменты, благодаря человеческой поддержке и совету, я безболезненно преодолевала всякого рода преграды. То, что я жила и работала, не жалея себя для Родины, для народа, это и есть для меня наивысшее счастье и жизненная удача. Я, наверное, вот воспитана в таком духе, что работа прежде всего. Дома, вот и сейчас до сих пор у меня, я меньше времени провожу дома, больше на работе. С 8, 7:30 выхожу на работу и в 8 домой прихожу. И в воскресенье только один выходной. И то, что, наверное, это воспитание мамы. То, что надо всегда везде успеть. Все, что ты запланировала, сегодня надо сделать. Иной раз я говорю, от мамы, наверное, досталось, почему я обязательно должна все это делать сегодня. Можно растянуть там на неделю, на месяц. Нет. Раз запланировала, раз продумала, я ночью спать не буду, но обязательно сделаю. Вот мама
с малых лет меня учила, чтобы я все умела делать. То есть я умела вязать, шить, стряпать, чтобы дома все успевать, на работе быть. И, в общем-то, сейчас, смотря на других женщин, думаю, ну, так не все же женщины так умеют. Почему я должна все это успевать, все должна делать? И великолепно они уживаются и живут. А меня вот так вот мама это учила, что я должна уметь все, во всем, вплоть до того, что водить машину. С 89-го года я знаю бабушку. Виталий очень бережно относился к матери. Я с самого начала, когда мы с ним знакомились в 88 году, я поняла, что человек просто маму боготворяет, очень глубокие отношения с мамой с детства, потому что мама рассказывала, что у нее постоянные командировки, и дети с самого раннего детства росли очень серьезными, самостоятельными. И Виталий поэтому маму прямо с детства уважал. Вот это уважение я почувствовала и сразу поняла, как мне надо относиться к Парасковье Дмитриевне. Ну, я сама тоже разведенная была, да. У нас второй брак с Виталием. Поэтому, когда мы начали жить, дочка Виталия, вот 15 лет было. Я очень благодарна Парасковье Дмитриевне, потому что дочка, ну, самый такой период у ребенка, 15 лет, подростковый период. И она, конечно, меня достаточно сложно приняла. Майя Витальевна. Поэтому бабушка как бы в амбразуру. Вот все вот эти сложные период дочери Виталия приняла как бы на себя. Поэтому я очень благодарна, что у нас все-таки семья осталась живой, как говорится, да. И у нас родились сначала сын, в 90-м году родился Дима. И потом Паша в 93-м году. Вот как-то так мы начали жить. И все вот это 30 лет нашей совместной жизни с Виталием, я вообще даже не припомню, чтобы какая-то у меня обида или что-то такое было. Она очень внимательная. Что мне надо было? Чтобы любили моего мужа, чтобы мой муж был всегда понятым у своей матери, у сестрой, да, вот. Семья у нас, мы отдельно как-то жили все время, и поэтому я ничего не могу сказать. У нас очень такие хорошие отношения были. Она всегда помогала нам, нашей семье. Были такие сложные периоды, 90-е годы, и мы как-то, в общем-то, вместе находили такой общая точка соприкосновения у нас была вот Виталий. Она очень болела за Виталия, за ее успехи, так переживала, так. Мы все как бы, и она, и я, вот вместе, в общем-то, были тылом Виталия Тимофеевича Андросова. У нас дети с Виталием. Дмитрий стал врачом. Он работает в республиканской больнице в реанимации. Врач-анестезиолог, реаниматор. Он прямо со студенческих лет, со второго курса в этом отделении санитаром начал. И сейчас там работает после ординатуры. Коллектив очень хороший. Очень благодарна этому отделению. Мы с Виталием, мой последний момент жизни тоже, он там лежал. А дочка Пашенька, вот моя опора сейчас, самая, как говорится. Мы с дочерью, в общем-то, сделали книгу отцу Виталию Тимофеевичу годовщине. 168 человек написали воспоминания, книга воспоминаний о Виталии Тимофеевиче. И материал Виталий все годы жизни собирал о матери, статьи газетные. Вот эта папка, да, он когда был тяжело болен, туда не мог ничего добавить, поэтому многие воспоминания мы с дочерью вот сами собрали. Потом дочь моя работала в архиве городском, газетные подшивки. Ну, я работала с библиотеками, как говорится, у Салданской библиотеки директор, подруга моя, Акаемова Варвара Николаевна, директор, и Христина Мигалкина, ее библиотекарь, здесь специально откомандирована была в городской, нет, центральная библиотека Пушкина раньше называлась, да, и там вот с подшивками работала Христина Мигалкина. А с Мигино-Кангаласской стороны работали Октябрина Иннокентьевна Сосина, это сестра, ну, такая дальняя родственница Виталия, и
работала одноклассница Виталия, Вешникова Марфа Романовна, одноклассница. Вот поэтому я очень благодарна этим людям. Маленькая хрупкая девчонка в застиранном ситцевом платьишке, до предела уставшая от тяжкой мужской крестьянской работы, которую взвалил на нее суровый пожилой отец и строгий народный судья. Между этими двумя ипостасями одного человека дистанция огромного размера. 100 лет назад в самой обыкновенной якутской семье родилась девочка Паша, и ей была уготована удивительно трудная и счастливая судьба первой женщины-судьи в Якутии. Она вершила правосудие по суровым законам того советского времени и с азартом юности проживала свою собственную судьбу. В эти осенние дни прошли значимые мероприятия в Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Улусов, в Якутске. Увидела свет книга воспоминаний Парасковьи Дмитриевны, которое записал в свое время ее легендарный сын Виталий Андрусов. А огромную работу по подготовке книги к печати провели Октябрина Местникова, невестка Парасковьи Дмитриевны, ее внучка, тоже, кстати, Парасковья.